27 января средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,28 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 11,22 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,2830 до 10,30 сомони, 1 евро от 11,2239 до 11,23 сомони, 1 российский рубль от 0,1470 до 0,1495 сомони. Стоимость нефти в пятницу утром несколько поднимается на ряде факторов. Цена на нефть марки Brent составила $87.84 за баррель, марки ВТИ $81.36 за баррель. Постановлением правительства Таджикистана утвержден порядок изготовления и оборота акцизных марок производителям табачной и алкогольной продукции. Этим же постановлением, опубликованным на портале правовой информации Минюста Республики Таджикистан, утвержден перечень табачной и алкогольной продукции, подлежащей обязательной акцизной маркировке. Соответствующим ведомствам поручается ввести в действие новые нормативно-правовые акты через 1 месяц после официальной публикации постановления правительства, которое было опубликовано 13 января 2023 года. Презентация инвестиционных и туристических возможностей Таджикистана состоялась в городе Милане, сообщает Департамент информации МИД Республики Таджикистан. По данным источника, презентация прошла по инициативе посольства Таджикистана в Италии со штаб-квартирой в Париже. Как отмечается, в данном мероприятии приняли участие более 200 итальянских предпринимателей и инвесторов. В ходе мероприятия посол Таджикистана в Италии Джамаледин Убайдулло предоставил собравшимся подробную информацию о политических, экономических и социальных достижениях страны за период независимости. Посол также рассказал о стратегических целях и государственных программах, банковской системе республики, благоприятной инвестиционной среде и различных инвестиционных проектах, включая возможности для развития торговли, экономики и туризма. Министерство транспорта Таджикистана подписало соглашение с 2 компаниями о выполнении строительных работ по реабилитации 2 участков дороги в Хатлонской области. Накануне министр транспорта республики Азим Ибрахим подписал соглашение с китайской компанией Nanjing Communication Engineering Co. Ltd. И таджикским предприятием заводе «Асфальтобетон» о строительстве и реконструкции автомобильной дороги первого участка Бахтар-Ливакан и второго участка Ливакан-Лазор. Отмечается, что в тендере по выбору подрядчика участвовали 18 международных компаний. В этом тендере участвовало таджикское предприятие, которое стало победителем одного из 2 проектов. Контроль качества строительства проектов осуществляется австралийской компанией СМЭК. Узбекистан возобновил поставки электричества в Афганистан. Об этом заявил глава отделения афганской энергетической компании ДА «Афганистан» Брешна Ширкат по провинции Кабул Хикматулло Ахундзаде, сообщает телеканал Толу Ньюс. При этом Ахундзаде отметил, что вместо обещанных 250 мегаватт афганцы получают только 100 мегаватт, 90 из которых уходит на Кабул. В свою очередь, замглавы промышленно-горнодобывающей палаты Афганистана Сахи Ахмад Пайман заявил, что за те дни, пока в Кабул не поставлялись узбекистанская электроэнергия, 90% предприятий, размещенных в столичных индустриальных парках, приостановили работу. Электроэнергия перестала поступать из Узбекистана в Афганистан в середине января. Как сообщили в государственной компании «Национальные электрические сети Узбекистана», поставки электричества были приостановлены в связи с проблемами с подачей топлива на ТЭС из-за резкого похолодания. По итогам 2022 года объем денежных переводов в Узбекистан увеличился в 2,1 раза по сравнению с предыдущим годом и достиг почти $17 миллиардов, сообщили об этом в Центральном банке страны. Эта рекордная сумма превысила объем экспорта товаров и услуг, который в прошлом году составил чуть более $15 миллиардов. На пресс-конференции 26 января глава регулятора Мамаризо Нурмуратов уточнил, что 85% переводов или $14,5 миллиарда поступили из России. Нурматов пояснил, что из поступивших $17 миллиардов формированию внутреннего валового спроса служит примерно $12 миллиардов. Оставшиеся суммы – это переводы жителей Кыргызстана и Таджикистана, которые на фоне валютных ограничений в своих государствах переводили деньги в Узбекистан, обналичивали их и увозили с собой.
а также экспортеров, которых дефицит наличных долларов в России и существенная курсовая разница вынудила использовать при расчетах системы денежных переводов.